Олимпийская чемпионка Токио 2020 по спортивной гимнастике Лилия Хаимова стала специальным гостем 4-го молодежного фестиваля «Мусу Стар» в Якутске. Так именитая спортсменка провела двухчасовой мастер-класс для учащихся детско-юношеской спортивной школы номер 1. Я рада вернуться в Якутск. Я здесь была в 2008 году на играх «Дети Азии». Прошло 16 лет, и я рада снова здесь оказаться. Учащиеся спортивной школы с теплом и трепетом встретили именитую спортсменку. Этим же ответила и титулованная гимнастка. Ее восход в спортивной карьере начался с победы на 4-х международных играх «Дети Азии», которые прошли в 2008 году в Якутске. И вот снова, когда игры проходят дома, Лилия вернулась, но уже в роли хедлайнера, своим примером мотивировать подрастающее поколение. Сама понимаю, насколько это важно, когда приезжает человек, который уже чего-то добился и делится с детьми, потому что в мое время приезжала так Света Хоркина, делилась своим опытом, я смотрела на нее, равнялась и стремилась. Это очень важно, потому что не всегда детям удается видеть, встречать чемпионов и общаться с ними тем более. Поэтому ценю очень такие моменты и стараюсь максимум передать детишкам какого-то своего опыта, насколько позволяет это время, возможность. Спустя 16 лет я очень рада вернуться на эту землю, вновь оказаться здесь, вспомнить свои какие-то детские воспоминания, как все происходило здесь, как здесь начиналась моя карьера, с чего вот все, когда я сейчас такая совсем малышка, приезжала на соревнования. Поэтому для меня такая ностальгия, наверное, вернуться сюда, вспомнить те моменты. И для меня это очень ценно. И большая благодарность всем, кто меня пригласил, и всем, кто организовал сегодняшний день. Мастер-класс выдался продуктивным. В программу вошли базовые гимнастические упражнения, спортивные задания в формате соревнования и игры, а также личные рекомендации. Ребятам особенно понравилась беседа в формате вопрос-ответ. Я тогда приехала в Якутск, я увидела, какие там красивые медали. Они были очень красивые, и у них посередине был такой маленький алмазик, который блестел очень сильно. И я очень сильно захотела такие медали и очень сильно старалась на соревнованиях. И тогда мне вот удалось занять первое место. Хотя даже в Владивостоке мне не получалось этого сделать. Представляете, на международных соревнованиях получилось. Потому что такие соревнования, которые проходят раз в 4 года, они на самом деле очень особенные. И не такие, как все. Кто хочет задать следующий вопрос? Вижу ручку. Сколько вам лет? Мне 26. В 5 лет я пришла на гимнастику. 20 лет я занималась гимнастикой. Им, конечно, интересно, они знают Лилию Хаимову, они смотрели последнюю Олимпиаду, естественно, они знали, кто к ним приезжает. Даже некоторые сегодня уже при входе, она такого-то роста, она почти что как я, им это интересно. Чемпионы, они все равно знают их, они смотрят и проводят их в виде игры, и им это интересно, конечно, они... как у них глазки горят, потому что что-то, когда мы, говорим те же замечания, может, замыливается, а тут сказал, поправил, что-то подсказал, они уже по-другому прислушиваются. Ребята делятся, что ежедневные тренировки в школе куда сложнее, чем на мастер-классе. Однако с некоторыми нюансами они познакомились впервые. И за эти 2 часа не только лично пообщались с олимпийской чемпионкой, но и усвоили много нового. Хочется такой же стать сильной, красивой. Эмоции хорошие, прямо очень рада, что она приехала в наш город. Наш город очень маленький, но такие спортсмены приезжают к нам очень часто. Она научила хорошо приземляться в заскок, научила хорошо поворачиваться, поворот на 360. Проведение мастер-классов в рамках фестиваля уже стали традицией. Ребята ежегодно с нетерпением ждут гостей. Знала, давно за ней слежу на соревнованиях. В прошлом году приезжал Никита Нагорный, и тоже было очень интересно. Даша Спиридонова, давно ее очень ждала. Хочется увидеть, наверное, Ангелину Мельникову. Прям очень хочется. В конце программы учащиеся получили автограф и сделали фото со своим кумиром. Помимо мастер-классов, Лилия Хаимова провела урок физкультуры для учеников городской школы номер 39. Давайте с вами попробуем приземляться как гимнасты настоящие. Смотрите, сейчас ваша задача сделать высокий прыжок. 2. Хорошо, еще выше. 3. Хорошо, и 4. И еще один.
Обычно физре у нас там проходит по баскетболу, волейболу, а вот тут у нас была эстафета, то, что проходит очень даже редко. Мне понравилось, как мы пробегали. Во время бега мы делали беговые упражнения, мы это в физре не делаем. Да и подход был хороший. Ну а для воспитанников Республиканского училища Олимпийского резерва спортсменка презентовала новый образовательный проект «Будущий чемпион», который направлен на психологическое и поведенческое воспитание. Презентация состоялась в рамках фестиваля «Союз выпускников игр «Дети Азии». Напомним, Союз был учрежден в прошлом году. Его цель – объединение выпускников игр разных лет во имя развития детско-юношеского спорта. И эта программа разработана самими выпускниками, чемпионами мира, олимпийскими чемпионами, которые прошли через это. И, как по их признанию, которым об этом не рассказывал никто. То есть это те моменты, которые необходимо затрагивать, и детей надо готовить, потому что многие ребята, грубо говоря, ломаются и на таких этапах. И все-таки объяснить детям, что победу делает не только физическая подготовленность спортсмена, но в том числе и психологическая. Уделяем этому большое внимание, потому что сама проходила, и весь наш совет и союз спортсменов проходил, и мы, общаясь с ними, выявляем какие-то моменты, которые, к сожалению, там тренеры не успевают следить за детьми в плане воспитания каких-то вещей, потому что тренерская работа, она очень-очень сложная, и тренер просто не в состоянии там уследить за всеми моментами, поэтому очень важно, мне кажется, уделять именно такому проекту время, и чтобы детки получали образование, чтобы они учились, и чтобы они знали, как себя вести в разных ситуациях, связанных со спортом, в абсолютно разных ситуациях, которые могут происходить, могли в этом хорошо себя чувствовать и понимать, как действовать. Также в рамках проекта состоялся нетворкинг по медиакоммуникации в спорте. Специалист комитета «Дети Азии» Михаил Губерниев в своей презентации рассказал молодым спортсменам о важности коммуникации со СМИ и ее особенностях. К нам прилетел Михаил Губерниев, сын великого комментатора Дмитрия Губерниева. Он рассказал о том, как надо себя вести, когда вас спросили на интервью, как надо себя правильно вести, когда идет провокация. Они помогают молодым спортсменам узнавать больше, быть всегда в выигрышных ситуациях, и не стыдиться, и не глупить. Я занимаюсь футболом с 1 класса, и эти советы очень нужны. С меня часто берут интервью, и для меня это очень важный жизненный опыт. Сейчас в 21 веке это очень важно. Грамотно строить свою речь, общаться с журналистами, отвечать на их вопросы и постоянно быть вот в этой медийной повестке. Это даже, я бы сказал, то есть, знаете, 50 на 50. 50% спорт, 50% журналистика, медийка. Мало кто об этом говорит, в принципе, детям. С этого надо всегда начинать. То есть должны быть люди, психологи, преподаватели, которые дадут хотя бы изначально общую информацию, чтобы ребенок уже начал выстраивать эти мостики, понимать, как вообще, в принципе, вести себя в той или иной ситуации. Еще одна образовательная программа. Впервые в Якутске прошли образовательные тренинги проекта «Путь к Олимпу». Ранее его проводили на Кузбассе, во Владивостоке и в Бишкеке. В течение дня лекторы от Международного комитета «Дети Азии» рассказали ребятам о ценностях спорта, подробности антидопинговых правил, а также о том, как справляться с трудностями на психотехнических играх для личной эффективности. Начинает с самого себя и строить путь, и свою карьеру, репутацию. Безусловно, это как наша образовательная программа, как некий инструмент, который помогает спортсмена поставить на нужный путь, но наша задача замотивировать. Задача международного комитета «Дети Азии» – это замотивировать человека, дать ему возможность, дать ему трамплин, наша возможность от Российского антидопингового агентства – дать тот инструментарий, те знания, потому что знания – это очень важно, чтобы спортсмен не нарушал антидопинговые правила, знал, как спасти свою карьеру, потому что в первую очередь наша задача – это сохранить карьеру и жизнь спортсмена. Участниками проекта стали воспитанники училища Олимпийского резерва,
детских спортивных школ и общеобразовательной школы номер 39 города Якутска. На сегодня проект охватил более 1000 юных спортсменов. В ближайшее время реализуется в Бангкоке и Казахстане. Интерактивные материалы программы, мультфильмы и тесты на сегодня переведены на 7 языков Азии. К этому проекту, скажем так, большое внимание и востребованность в странах, среди тренеров и руководителей спорта, потому что этот проект разработан и рассказывается детям именно доступным им языком. Программа разработана именно в части осведомленности детей об истории олимпийского движения, истинных ее принципов, об истории игр «Дети Азии», антидопинговых правилах и по спортивной психологии, именно как себя настраивать. Это те аспекты, которые в какой-то степени, к сожалению, не объясняют детям ни на тренировках, ни в школах, ни еще где-либо. Да. Спортивная психология – один из важнейших и актуальных направлений развития и воспитания спортсменов. Олимпийское воспитание – это стиль жизни, и его надо закладывать с детства, чем и занимается Международный комитет «Дети Азии».